Добрый вечер. В эфире Prime на канале АТР. Это время, когда мы приглашаем самых интересных, и необычных, и важных, и всяких таких собеседников, которые нам самим интересны. Вот, для того, чтобы поговорить о том, что наиболее сильно нас сейчас волнует. Волнует нас всегда, собственно, одно и то же — Крым, Украина. И я рад представить вам человека, которого вы, конечно, знаете, для которого и Крым, и Украина — это не пустые слова. Народный депутат Алексей Гончаренко. Салям алейкум. Алейкум салям. Алейкум, Правильно? алейкум селям, помягче. Алейкум салям. Я в О, эфире правильно сказал? да. Слушай, надо с этого начинать все эфиры. Да. Тогда бы уже, да, тогда бы уже, мне кажется, уровень произношения поднялся. Да, Вот. я буду практиковать. А ты же в английском-то владеешь, поди? Или Английский. идеально же? Я же знаю. Английский, Да. французский. Да? Тоже хорошо? Да. Je parle français. Et Не, vous? давай это самое. Я из рабочего района. Давай прекрати мне над мной издеваться. Вот. Я тоже из рабочего района. Я хочу тебе вот что сказать, что вот я не знаю почему. Почему так мало? Короче говоря, я, конечно, против того, чтобы все политики были такими яркими. Ну, понятно, что так не бывает, да? Но почему так мало политиков, таких как ты, которые, ну, и за словом в карман не полезут там, и я уж не говорю, даже прав ты не прав, по мнению кого бы то ни было, но, по крайней мере, тебя всегда видно, и всегда понятно, что ты хочешь сказать, да? Вот откуда такая огромная масса людей, которых при произнесении фамилии, даже министров, даже там депутатов, просто ты смотришь, а кто это такой? А он, оказывается, там 2 созыва в Верховной Раде сидит, или целый созыв, да? Вот почему люди не считают своим долгом быть публичными, будучи избранными депутатами там, или чиновниками назначенными? Очень хороший вопрос. Я сам иногда об этом задумываюсь. Особенно вот в последнем нашем созыве. Мгм. Я вот сижу в парламенте, и очень часто коллеги, особенно из «Слуги народа», я не знаю, кто эти люди. Какая-то фамилия там звучит. Ну, то есть я не Ну, их еще понимаю. много же, да? еще Да, больше их всех. много реально. Но дело в том, что там есть многие люди, которые вообще не выступают, ничего не говорят. Никогда там, ну, не знаю, никакую правку не подают, на эфиры не ходят. А как их узнать? Откуда? Ну, возникает тогда другой вопрос. А что они тогда там делают? Ну, потому что это все-таки публичная Это какая политика. мотивация? Ты догадываешься, какая мотивация? Я думаю, много очень случайных людей. Есть мотивация у людей получить свой конверт ежемесячно, и как бы и все, слава богу, что там социальный лист сработал. Далеко не каждый там свадебный фотограф хочет переквалифицироваться. Просто он хочет другие финансовые условия, а переквалифицироваться нет. Поэтому это одна из причин. Но есть и вторая причина, я думаю, это более такая общая, да, за какую-то позицию, за проявление ее. Могут же и по голове дать, ну, в разных смыслах, и в прямом, и в переносном. Вон сейчас там взяли меня, там сильно активно выступал, там пинал русских, там всяких толстых, слуцких. Забрали слово, в июне месяце уже я не буду выступать в Страсбурге. Так наша парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение. Более того, я сейчас к тебе садился, я могу тут говорить сейчас, потому что это... Ну да, Да. да, да. Вот включение у меня было очередной комитет, в котором опять какая-то жалоба на меня. То есть они Но там ты что-то раздражаешь. раздражают, да. Смотри. Они все хотят, чтобы раздражать собой. А Но некоторые хотят быть по комфортными. мне так это правильно. Я даже вот не буду разбираться, кого ты там раздражаешь, не раздражаешь, но, по крайней мере, это публичная политика. Вас избрали в публичный Да. орган. Это, Не, знаешь, ну как- я да. раздражаю там россиян, всяких толстых, слуцких, так это вообще двойной плюс, да. Но вообще я согласен с тобой. Странно. Да, еще. Когда ты все успеваешь с этой твоей программой, с машиной? Только что записал ее, и я тут же приехал к тебе на эфир. Ну, так все время ты записываешь. Я ждал. Думаю, Гончаренко позовет себя в программу или нет. Потом думаю, не позовет, наверное, сам позову. Он звезда теперь у нас. Спасибо телевизионная. большое. Я обязательно позову. Просто Я мне шучу. же нужно под какие-то темы. Кстати, сейчас у меня будет программа с Мустафой Джемилевым. Я думаю, это будет интересно. Сколько вас поправлять? Джемилев, я прошу прощения. Мустафа Ага Джемилев, и это будет, я думаю, интересно. Вот. Что касается, как успеваю, я не знаю сам. Вот я сегодня уже подумал, что, наверное, немножко какой-то перебор всего одновременно. Но, с другой стороны, невозможно промолчать. Ну вот происходят события вокруг Беларуси. Нужно молчать. Нет. Год назад я создавал объединение за демократическую Беларусь в парламенте.
Тогда это был июнь месяц прошлого года. Мгм. И когда я это делал, коллеги мне говорили, да какая демократическая Беларусь, что за бред, там все любят Лукашенко, там все тихо, было тихо, будет тихо, там все выборы тихо проходят. Я говорил, ребят, послушайте, там другие выборы, в этот раз так не будет. В этот раз все То будет есть ты по-другому. предвидел? Да, я же так как чуть-чуть слежу, я же вижу, и там, я говорил, ребята, так не будет, давайте сейчас объединяться, потому что нам еще предстоит там что-то делать в этом направлении. Ну, а что сейчас Так всё и делать? Вот оказалось. конкретный вопрос. С Беларусью, в общем, ну, как бы там ни называй, ну как бы революции, даже не революции, протесты там подавлены. Да, подавлено. Сейчас Да. мы имеем, Закатали. имеем дело со смертями, Да. с беженством и так Да. далее. Вот хорошо, что ты вспомнил про эту группу. Туда же входит, по-моему, Лиза Ясько из Да. «Слуг народа», еще там разные люди. Я просто всех не знаю, Да. я просто кого я слышал. Да. Вот. И есть достаточное уже количество беженцев, не только в Польше, но и в Украине. Да. В Польше больше, конечно. Но там у них и... В Польше, в и- Литве больше. Да, но им там легче натурализоваться в том плане, чтобы получить легальный вид на жительство. У нас это не проработано. У нас до сих пор Беларусь как обычная страна. И эти люди, многие с детьми, женщины с детьми бежали, и они не имеют возможности, то есть, ну, пытаешься формально подходить. Ну, война есть в Беларуси? Нет войны в Беларуси. Ну, поезжайте обратно, да? То есть тут Не уже надо- совсем так. ну, Не совсем так. ну, Я не соглашусь с тобой. Мы с этой темой занимаемся, и есть результаты. Ну, во-первых, мы даже рассматривали, там законодательно менять нечего. В принципе, у нас тоже. Они приезжают и спокойно находятся по полгода, потом, если надо, происходит какой-то там выезд, подача документов. Мы упростили все очень сильно для айтишников, для их легализации работы здесь, и многие этим воспользовались. Когда в августе месяце прошлого года, в конце августа, Украина закрывала свои границы для всего мира, единственная страна, для граждан которой было сделано исключение, решением правительства по нашему обращению, была Беларусь. И белорусам было отдано на откуп, это Держприкордонслужбе, Державной миграційній службе, чтобы они прямо на границе могли, если человек говорит, ну вот я беженец, и могли пустить, и они пускали людей. При том, что мы никого не пускали. То есть гражданам всех стран Ну, а был сейчас запрет, вот... а белорусам нет. Поэтому нельзя сказать, что мы как раз мы в этом пути прошли. Кроме того, наше объединение, ты знаешь, мы взяли на себя вообще такую роль и, в общем-то, справились с ней. Беларусь же не член Совета Европы, ну, так как там смертная казнь, Лукашенко и так далее. А на парламентской ассамблее Совета Европы в апреле месяце была принята резолюция по Беларуси. Я был первым автором и докладчиком поправок, но и многие мои коллеги там были, поддержали меня. И мы провели их в Страсбурге, наши поправки, там жесткие поправки. Другое дело, как их реализовывают, и как, ну, то есть то, что мы можем сделать. Например, Совет Европы принял решение обратиться ко всем странам-членам, остановить любое взаимодействие с режимом Лукашенко до прекращения ним политических репрессий. Понятно, что страной-членом Совета Европы является, к сожалению, в том числе Российская Федерация. И она плевать хотела на эту резолюцию, как и на многие другие. Но в то же время есть и другие страны. Даже, например, для Украины сегодня, когда был решался вопрос, да, применять какие-то санкции, не применять, это был один из аргументов, что Я есть хочу такое сказать, решение. что мне понравилась быстрая реакция нашей власти. в Да, этом случае. потому что одна из оснований является вот это решение Совета да. Европы, потому что мы, извините, тоже член парламентской ассамблеи, ну, член Совета Европы, и резолюции ПАСЕ для нас имеют значение. И вообще, как мы же требуем от всего мира, да, мы говорим, вот Россия плохая, она не исполняет резолюции ПАСЕ. И это правда. По Крыму, по Донбассу, по политзаключенным, по много почему. Но тогда сами мы обязаны их исполнять, да, потому что иначе какое мы будем иметь моральное право об этом говорить. Поэтому наша группа как раз достаточно со многим, ну, много смогла достаточно сделать, учитывая, что наш инструментарий очень ограничен. Мы парламентарии в другой Да, стране. понятно, да. То есть, ну вот я для примера, да, вот как такую тему, ее не обойдешь. Там и много других таких тем. Поэтому приходится ими заниматься, а на круг получается действительно уже очень много всего. Ну, пока, слава богу, возраст Смотри, молодой, можно двигаться. Вот эта группа по Беларуси, да, это Да. пример того, как все-таки принципы объединяют людей из разных фракций. Да. Я не думаю, что вы там перегрызлись из-за Нет, чего-то. вообще ни разу. Ну, там нет представителей ОПЗЖ. Единственная Слушай, фракция, это не которой там фракция нет. для Да. меня. Это Пятая колонна, пятая да. колонна, да. А так всех есть. Всех есть, да. Ну, слуг очень мало. Ну, есть все Ну, равно. есть, да. Да. Я за то, чтобы политика была публичной, даже эксцентричной, пусть как вот ты любишь иногда и выступить, и там и
Ничего страшного, это нормально все. Но политика не может состоять только из, я не скажу хайпа, но она еще и должна быть рутинной какой-то, Да, да? полностью Публичной, согласен. но рутинной. И вот в мае я наблюдал, это просто как пример одновременных действий в адрес политических противников, вроде как Порошенко и Зеленского, но похожий был выбран способ травли. Сначала я не говорю, что они не должны терпеть каких-то там обид. Мгм. Политик пошел в политику, все. Ну, как бы ты знаешь, куда ты идешь, и мне не жалко ни Зеленского, ни Порошенко. Я просто говорю скорее не о них, а об обществе, вот активной части общества. Значит, сначала Зеленский выходит в этой дизайнерской своей вот Мгм. этой вышиванке. Наверное, ты тоже принял участие в критике, так сказать. Косоворотки? Да, но Не, я, кстати, не принимал в не этом принимал? участие. Хорошо. Тем более. Значит, мы же понимаем, что это не было специальным политическим жестом. Что это, я так предполагаю, может быть, какой-то знакомый дизайнер супруги президента. Это там просто предложил. лажа. Ну, Лажа не какого-то лажа. дизайнера. Фантазия на тему, лажа Не, лажа дизайнера. дизайнера, Да. не лажа Зеленского лично. Ну, конечно, но он же фактически мог и не знать этого. Да и он Ну. точно этого не знал. Да и я этого не знал. Вот это все начали читать, за 5 минут выяснили, какая должна быть вышиванка, и давай там этого вот мочить, да? Проходит чуть-чуть времени, и клубника пошла. Значит, и вот Порошенко привозит на фронт какие-то важные, нужные вещи. А пишут себя клубники. А пишут себя клубники. Ну, скажем, мы в сумасшедшем доме живем. Ну, может как-то нужно сказать так, вот давайте мы все-таки о политике будем, а не о воротниках. И давайте мы будем все-таки о политике, а не о клубнике. Вот это какой-то детский сад, какой-то такой тинейджерский хайп. И причем в нем участвуют очень многие с виду серьезные люди. Оно тебе нравится вот так? Да нет, я тоже за смысл и за то, чтобы мы говорили по делу. Тут есть момент один. Я только скажу тебе, знаешь, я абсолютно уверен, что это не Зеленский лично там себе выбирал ту косоворотку. Но вопрос в другом. Все-таки в президентской команде, вот я иногда удивляюсь, да, например, он записывает Зеленский обращение и говорит, называет, там, путает Европейский Совет и Совет Европы. Мгм. Я понимаю, что для там, 99,9% граждан Украины, в общем-то, и всей Европы, они не отличат Европейский Совет, Совет Европы. Разница там колоссальная, огромная. Это вообще разные... трансфункционал Вообще, да, разный, это да. вообще, ну, то есть рядом не лежало, что называется. Но у меня возникает другой вопрос. Не президент, ты же не просто свободный агент какой-то. То есть там вокруг есть команда, секретариат. Кто-то должен на эти вещи смотреть. Если президент записывает видео о дипломатических делах, кто-то должен сесть из МИДа, какой-то человек понимающий, и посмотреть и сказать, ребят, стоп. Должна быть редактура. Ну, да? конечно, так нельзя. То же самое с косовороткой. Или что? Кто-то должен был прийти и сказать, стоп. Вы тут красиво придумали. Ребят, это так не пойдет дело. То есть вот этого нет. Кто-то должен предвидеть хайп. И вот Да. когда Мгм. этого нет, для меня же это что говорит? Мне говорит, что, подождите, это в ерунде какой-то нет. Но ведь, наверное, тогда этого нет и в серьезных вещах. Он, может быть, Европейский Совет и Совет Европы перепутает в разговоре с Европейским Советом или Советом Европы. А там это будет уже совсем Джордж нехорошо. Буш младший путал Австрию с Австралией. Понимаю, но это что-то добавляло ему? Нет, Не было. добавляло. И я, как гражданин, не хотел бы, чтобы мой президент путал Австрию с Австралией. Поэтому, и тем более, поэтому это показатель некий, который я здесь просто вижу, и мне кажется, президенту здесь нужно сделать выводы определенные. И тогда пусть делает вывод Петр Алексеевич Порошенко со своей пиар-службой, что все-таки ставить на первый план клубнику, оно, конечно, красиво, и как фотограф я бы сказал, а давайте с клубникой сфотографируйтесь. И как фотограф я был бы прав. Но должен быть руководитель, который со стороны скажет, нет, вот мы сейчас это сделаем, и ни про что другое говорить не будут, кроме клубники. Да, так, из этого надо делать выводы, и 100% из всякого хайпа. Хотя, вот мне лично, может, я наверняка субъективен. Я точно субъективен. Ты Я тоже в этой любишь команде. потроллить, ты Я в любишь этой команде. потроллить И мне с клубникой даже прикольно, вот эта история. Я здесь вообще не вижу. А то мне не очень прикольно. Это субъективная Но история. реакция-то в итоге уход от смысла. И в Да. том случае, и в этом случае. 100%. Все. И это нехорошо. Я с этим согласен. И нам нужно больше говорить о смыслах, о сути. И... это вообще какая-то, если у нас сегодня, ты сказал, что мы стоим на холодном ветру вечности и Да. говорим о вечном.
то тогда давай, можем вообще об этом поговорить, потому что это одна из проблем. Сегодня форма, такой постмодернизм. Есть, правда, уже, я недавно... у меня был- Постмодернизм уже, да. Постмодернизм. У меня есть, я вот недавно дискутировал, такой Михаил Рева, есть замечательный скульптор, одессит, но там мирового уровня. Он говорит, что постмодернизм уже закончился. Все, на самом деле на этом точка. И там об этом много дискуссий идет. И начинается другое, какой-то такой новый ренессанс, дай бог. Но в целом есть огромная проблема того, что форма людям намного интереснее содержания. То есть вопрос потребителя. Мгм. И я это вижу, я не знаю, как ты видишь там по своим интервью. Я же чуть-чуть с тобой в этом смысле коллега стал, потому что записываю свои эти эфиры. Вот я записываю интервью, бывает абсолютно какой-то, честно скажу, бывают неудачи. Вот у меня как вот моя неудача, не Мгм. получилось хорошего интервью. Сумасшедшие просмотры. Мгм. То есть Какая-то тебе не чушь. нравится, а зрителям Какой-то, нравится. какая-то, я понимаю, что какая-то чушь, много просмотров. Бывает интервью интереснейшее, глубокое. И я прямо почувствовал. И кажется, вот, люди, я делюсь с вами чем-то значимым. Вообще никто не смотрит. Вот вообще никто не смотрит. И ты теряешься, ты такой думаешь, так, стоп, А что потому делать? что надо ориентироваться на реакцию других. Вот есть мое правило такое. Я когда даже редактором работал и, казалось бы, сам других правил, но когда я сам написал какой-то текст, я всегда давал 2-3 людям просто почитать. Просто людям, которым я доверял их вкусу, не должности. Да? Вот у нас очень все самонадеянные, а иной раз показать кому-то, там, и тому же президенту, может, еще кто-то перечитает мой текст, или там какому-то пиарнику, пиарщику, там, Порошенко сказать, а вот это точно нормально? Не, я все знаю, я самый умный. Ну окей, самый умный, так самый умный. Да, надо больше, Меньше нарциссизма и больше коллективной работы. правда. Вот, а теперь про Верховную Раду со смыслом поговорим. Вот я давно, мне это зрело просто, и я хочу тебе это высказать. Причем именно это касается оппозиции, а не власти. Вот мы все обсудили вышиванки, там, косоворотки, мы разного рода хайп имеем, а вот есть предметная вещь. В Конституции записано НАТО и ЕС. Мгм. Правильно? А как мы контролируем наш путь до НАТО и ЕС? Вот почему европейская солидарность, фракция, которая, как в своем названии своем содержит европейский путь, и Порошенко, при котором было включено в Конституцию эти два Это его положения, да, предложение, да. где мониторинг, где сайт, на котором я увижу, как выполняются требования Евроассоциации, где сайт, на котором я увижу, как выполняются требования НАТО. Это может быть не так весело, как косоворотку обсуждать, но я бы хотел видеть, что, допустим, вот та же ваша оппозиция, вы же не ОПЗЖ, вы же как бы проукраинская оппозиция. Вот, выходит на трибуну каждые 3 месяца, говорят, значит, смотрите, у нас вот это выполнено, а это нет. И виноват вот этот министр. Он уже 4 месяца не делал ничего. То есть каждые 3 месяца, да, каждый квартал, как в Советском Союзе там говорили, да, обсуждать, насколько ближе мы стали к Европе и НАТО. Ну, если не вы это, как бы у вас это просто назвался, делай. Так а мы это делаем. Ну, и Только кто я это разделю. видит? Сейчас я, это другой вопрос, ну. может, кому-то это не интересно. Да, разделим. Почему нам придется сейчас разделить? Мгм. Потому что действительно соглашение об ассоциации Украины-ЕС имеет четкий набор, его можно прям проконтролировать, и это делается. Это же плюс И огромный. это, Там можно конечно. ставить крестики Да, просто, и этот да. ресурс, и это даже прям можно делать, и это Да. делается. У нас есть сейчас посчитано, сколько сделано. Это есть ресурс, я тебе сейчас не назову адрес, но он есть прям в интернете, и это делается. Более того, наша фракция одним из первых законов после выборов, первым автором была Ивана Климпуш-Цинцадзе, которая была вице-премьером по евроинтеграции в прошлом, при прошлой власти в Кабмине Гройсмана. Так вот, она была автором закона, который все это объединял, и который должен был вот это еще поднять на вот все, что ты Уровень говоришь. контроля, Уровень скажем так, контроля, мониторинга, да. мониторинга и всего. И этот закон мы подали, к сожалению, его не приняли коллеги, хотя он абсолютно не политический. Там никто не говорит, хвалите того или этого. Но мы этим занимаемся. Что касается НАТО, все сложнее. Дело в том, что Украина не имеет плана действий по членству тогда НАТО. бы можно было И у нас нет контролировать. конкретной программы. Нам нечего посчитать, что мы выполнили, что не выполнили. Ничего не выполнили, или можно сказать, все выполнили. Скажи, что хочешь, и тот То будет есть прав. надо ПДЧ сначала Да, получить. нам нужно получить ПДЧ, и тогда мы сможем точно такой же механизм мониторинга запускать. А по ассоциации такой механизм есть. И мы его отслеживаем, и поднимаем эти темы, и законы подаем.
и поднимаем, выступаем об этом в парламенте, мы об этом говорим, мы этим занимаемся, поверь мне. Это одно из того, где мне есть тебе что ответить. Я хочу, чтобы этот мониторинг был более четким, понятным, донесенным до каждого жителя Украины, а из нас, извините, 65% хотят жить в ЕС или сколько-то там, да? То есть Да, но это- на этим а вот тут мы возвращаемся вот к тому первому. Наш, даже не 65%, по-моему, цифра выше, которые Мгм. хотят жить в ЕС. Наверное, да, Да, извини, но это не точно. Но дело в том, что даже этим 65, а я думаю, там 75%, им не очень интересно слышать, что у нас выполнен этот раздел на 31%. Понимаешь? Мы это говорим. Нет, И интересно даже слушать, кто не прессе это- выполнил. И даже ну, может быть, да, Интересно вопрос подачи. слушать, да, подача должна быть такая. Этот министерство, саботажник. И это конкретно. Иванов, там же есть за каждый пункт ответственный. Да. Да? И за каждый пункт либо ведомство и фамилия министра, либо руководителя там, комитета. Не, ну да. и парламент, законы, там, И там мы много, можем да. делать, вы можете Ну, делать рейтинг саботажников. Вы можете делать их портреты вывешивать, вы можете с них требовать ответа. То есть я хочу, вот для меня все остальное это имеет значение, но, слушайте, у нас есть магистраль, у нас есть две рельсы, вот ЕС и НАТО. И это записано, это никогда не изменится. Все. И проверять, а что мы эти рельсы так положили, что ли? Как бам, надо же по ним куда-то ехать. Я хочу, чтобы вы показывали виновных. И это на самом деле, это будет хайп, но это будет хороший хайп. Потому что мы должны знать, кто там министр, от какой партии, от чего там он, где, откуда он пришел, почему он это саботирует. Прямой вопрос, иди сюда. Ты тормозишь наш конституционный процесс, ты хочешь сказать, что ты не хочешь в ЕС и в НАТО, пусть объясняют. Ты посмотри, какая сейчас риторика пошла уже, да, мгм. у администрации, ЕС, НАТО, Мгм. еще и претензии к Западу, вы нас не берете туда, давайте... Так я за это, ради бога, я за любую публичную политику. Но я хочу, чтобы вы, как оппозиция, были не оппозицией хайпа только, а Мгм. оппозицией такой, которая заставляет отвечать прямо на вопросы. На конкретные вообще вопросы, с конкретными лицами. Я прямо просто специально зашел. На урядовом портале есть виконання угоди про асоціацію з планом заходів, звітами и прочим. Мгм. И я с тобой согласен, что нужно больше на это уделять Это должно внимание. быть круто И это сделано, должно, да, визуально. Ты же понимаешь, что вчитываться никто же не читает ни программы партии, ничего. А вот если рейтинг 10 саботажников Евроассоциаций, это же и обосновано. Вот критерии, ребят. Мы же не потому что обзываем, не потому что у вас там косоворотка не так, или там не те фрукты вы на фронт привезли, а потому что есть критерии. Это можно согласовать и с Еврокомиссией, и с Европарламентом. Можно сделать общий сайт мониторинга Но это может сделать Европарламента. только власть, оппозиция это сделать не может, но оппозиция может брать эти данные и Да, их презентовать в той форме, о конечно, которой ты конечно. говоришь. Вот Абсолютно. я за визуальное восприятие каждого гражданина, потому что никто ваши эти бумажки читать не будет, кроме вас. А вы народу должны показывать, ну, в хорошем смысле слова, не шоу-бизнес, но визуализация должна быть. Динамика, лица конкретные. Потому что ты же говоришь, вот не знают, так, их и не знают, они поэтому и серые мыши многие, и в парламенте, и в правительстве. Потому что им классно, их фамилии никто не знает. Они замглав комитетов, главы комитетов, там, они министры, замминистра. И они так вот живут, и слава богу, что все реагируют на клубнику. И ладно, пусть ворот считает. Главное, чтобы меня не трогали. У меня тут своя досижу, тут, да, что надо сделаю и уйду. Так вот, их надо делать публичными. Публичными и негодяев, и саботажников тоже надо делать. Согласен, абсолютно. Это правда. Я думаю, что, ну, ты человек очень креативный. А, кстати, а что ты занялся журналистикой? Вот такой телевизионной. Я-то всю жизнь, вот, я тут вынужденно оказался. Я вообще-то всю жизнь в газете работал, тихо сидел, тексты правил, заголовки придумывал. А ты прям вот пошел в телевизионную журналистику. Так вот. Ну, во-первых, я признаюсь тебе, что это я сплагиатил. Идея не моя. Это британская? Американская. Карпул караоке Мгм, мгм. называется. И, ну, только оно про шоу-бизнес. Я это перенес в политическую плоскость. Вот. Мне очень понравился этот формат. Мне поступило предложение от Пятого канала делать передачу. И я подумал, какую. Ну, сейчас, слушай, ну, такая вот тема гибридная, все как бы попробовать. Мне интересно было себя попробовать с другой стороны сесть, понимаешь? Когда я много интервью, вот когда с этой стороны, мне было интересно попробовать вот на этом месте. Ну, вообще у подсидеть, тебя, честно, я, конечно, не все смотрю, но, в принципе, у тебя получается. Я вот так, Спасибо, да. от тебя это очень приятно услышать. Ну, я не телевизионщик особенно сильный, но Ну, и слушай, совсем все не равно, сильный. да. Но то, что ты просто с улицы вошел в этот вот... ты же никогда не занимался? Никогда не. Ну, молодец вообще. Спасибо. Ну и вот формат мне такой, он действительно живой, его такого не было.
И плюс, знаешь еще, почему я этим сейчас занимаюсь? Я за счет этого формата получил возможность общаться ну, там, иногда с интересными людьми. И когда ты готовишься к передаче, то ты как бы, ну, ты готовишься. Ну, например, у меня был эфир с Оксаной Забушко. Мгм. Интереснейший человек, интереснейший. Она мне говорит, я ее пригласил когда на эфир, она говорит, смотрите, я готова прийти, но вот у меня через месяц выходит книжка, и как раз будет хорошо, если мы встретимся через месяц, я расскажу о книжке, то есть как бы Но ты должен ее презентация. прочитать в Ну, любом случае, ну, априори, конечно, а как да. же я уже Мгм. теперь сяду с ней и говорить о книжке, не прочитав ее? И благодаря этому я прочитал ее новую книжку. Может быть, я бы ее и так прочитал, а может быть и нет. Потому что много чем ей заниматься. Мгм. И вообще с книжками еще сложнее, потому что ты столько читаешь таких каких-то новостей, аналитика, что вот просто сесть и на книжку потратить время стало сложнее, хотя это очень нужно. И вот я с удовольствием прочитал ее книжку. Классная книжка, рекламирую. Оксана Забушка «Довга дорога з Бад Емсу», або «Наш вишневый сад». И очень интересно, ну, реально очень интересная книга. Я получил большое удовольствие и от ее чтения, и от уникальной возможности. То есть я прочитал книгу. Тут же обсудить с Тут же автором. обсудить с автором. Да, это правда. Что вы имели в виду? Как я это понял? И, ну, это круто. Вот это круто. Кстати, и просмотров было много, и людям тоже это зашло. То Я есть вообще бывает соединение. тебе страшную тайну скажу, что я вообще в журналистику пошел по двум причинам. Это было желание бороться за справедливость, тем более, Мгм. что было последние годы Советского Союза и Да. первые годы, вот такая романтика там была. Мы действительно побеждали, нам казалось, что мы победили, там, свободной журналистик, что там никогда не было, да. Ну и второе, это знакомиться с людьми. О, вот это и благодаря, вот, и получилось круто, и мне это очень нравится. Поэтому, вот, наверное, так сложилось, что я чуть-чуть там оказался. А ты общительный сам по себе? Да, я общительный, я такой Экстраверт. экстраверт, да, я люблю общаться с людьми, я люблю людей. На самом деле, это... У меня есть коллеги, такие классические мизантропы. Ну, это тоже, ну, такое свойство человека. Ну, я просто не понимаю, что они делают в политике. Вот им должно быть это крайне тяжело вообще. Вспоминается, по-моему, где-то у Иртеньева. Палач не знает отдыха, но все же, черт возьми, работа все же на воздухе и все-таки с людьми. Палач не знает роздуху, но все же, черт возьми, Да, работа на в воздухе, И работа все-таки с людьми. Да. Вот, да. Вот есть такая история. Но я реально люблю людей. Я люблю разговаривать с людьми. Я люблю там, еду в поезде, люблю поговорить с человеком, узнать, чего он едет, зачем. Вот это вот, мне это нравится. Ну, мне кажется, ты очень ехидный. Ну, по крайней мере, в жизни не знаю. Но в том, что ты пишешь, ты просто там вообще просто... Ну, есть, наверное. Ну, я в жизни точно нет. В жизни нет. А так, ну, так, ну, немножко и надо их там поехидничать бывает. Но не всегда, Как кстати. ты сам оценишь свое чувство юмора? И чувство меры, вкуса и так далее? Ну, если самому себя оценивать высоко, то уже есть вопросы. Ты знаешь, с одной стороны, тяжело быть скромным, когда ты лучший. То есть это очевидно. Любимая фраза одного моего знакомого. Вот, да. это я тоже эту фразу люблю. Но с другой стороны, это ж только можно со стороны измерить. Например, у моей жены фантастическое чувство юмора. Я считаю, что у нее чувство юмора намного лучше моего. Фантастика. Вообще, я там, когда мы познакомились, понятно, какие-то внешние моменты я обращал внимание, а потом я понял, что главное, вот, что меня в ней притягивает, это ее чувство юмора. Ты знаешь, не так часто встречается в браке, что именно такое в том числе привлекает. А ты сам назвался, сам сказал. Расскажи про жену. Ольга с прекрасным чувством юмора, очень хорошая мама. У нас 2 детей, 2 сына. И это очень хорошо. Вот она ехидная, может быть. Ой, может быть, ехидная. Тут, я думаю, мне делать нечего. Ты знаешь, главное, я, наверное, скажу то, что вот прошло уже мы много лет вместе. Сейчас я даже попытаюсь вспомнить и тебе сказать. 18 лет. Это только 18 мужчины не лет. помнят, сколько лет они Да, в браке. не, Да. я Потому что вспомнил, женщина кто-то посмотрит и скажет тебе, да я день помню. Да я я даже день, время да. помню, когда ты вот появился, черт Да, возьми. я день тоже помню. Ну, в общем, вот сколько лет мы вместе, но самое главное, чувство есть у меня по-прежнему к ней. Вот говорят, там вот остыло, там кто-то говорит, главное терпение. Я не знаю, мне не приходится... Нет, конечно, есть вещи, которые я терплю и в ней тоже.
Но это то, что я терпел с самого первого дня. Нельзя сказать, что я теперь терплю что-то намного больше. То есть это кого брал, того и брал. То есть Да, кого брал, да. того и брал. Мгм. Я не жалею, и есть эта эмоция. Вот она у меня вызывает Ну, эмоции. знаешь, Надеюсь, и я у нее она, тоже. она, судя по всему, такой честный человек, что Это правда. да, бывает, знаешь, вот ты думаешь, что это так красиво все. Ну, у многих так бывает, да, потом раз такая. Да, и Я, всё, да. я иногда говорю, вот она говорит, я тебе скажу правду. Я говорю, кто тебе сказал, что мне нужна твоя правда? Но сам понимаю, что она там не нужна. Она-то как раз нужна. Я смотрел, и знаешь еще, что мне нравится? Я видел разные пары. Есть у политиков пары, где жена очень подогревает амбиции. И в моем случае это не так. Я и так амбициозный. И Она тебя охлаждает. она меня охлаждает, и слава богу. Потому что если бы еще она... Есть этот фильм, это, по-моему, в «Боссе», да? Или, я не помню, про Америку, по-моему, в «Боссе», где жена очень хорошая. Это лучше, чем «Карточный домик». Я всем советую посмотреть про мэра Чикаго. Там 2 сезона, очень классные. И там есть момент, там вот жена политика такого молодого, и она его прямо подогревает. И я увидел и понял, думаю, какое счастье, что у меня жена другая. И было бы очень тяжело. Было бы очень тяжело. В моем случае вот то, что она меня такой охлаждающий реактор Но она шутит над величина, тобой, иронизирует. шутит, иронизирует, ехидничает, да. Кем Это она меня... с кем она тебя сравнивает? С кем она меня сравнивает? Ну, я не с мужчиной имею в виду, а там, М. с явлением природы, там, я не знаю. Ну, она хорошая. Но она мою такую эмоциональность и вот что я могу увлечься достаточно легко какими-то темами, чем-то, могу к этому легко остыть. То есть вот она на это обращает мое внимание. Кстати, она вот не любит вот всякую театральщину в политике. Мгм. И здесь тоже она, то есть, всегда так очень строго. И если она говорит, например, что там, если я там какое-то там выступление или фразу сказал, она говорит, ну это было хорошо, я понимаю, ну, значит, это было супер хорошо. Потому что она любит вот как бы классику, я бы сказал, классическую политику, спокойную, рассудительную. Она вот про смыслы. А у вас во фракции там есть определенная цензура? Ну, то есть Нет, вы слава должны что-то богу, согласовывать с пресс-службой? Там. Не-не, слава богу, у нас ничего такого нет. Вообще. Полностью. То есть ты вообще свободен? Свободен. То есть мы... Никто никого А не тут с ни с кем. методички нет, вот как говорить что-то? Не-не, у нас нет. Ну, смотри, какая есть история. Это ни для кого не является тайной. Есть пресс-служба. Мгм. Она каждый день нам присылает, как сказать, набор тем, которые актуальных, да, потому что кажется, что вроде все знают, а бывает, что ты Ну, даже чтобы и ты не знаешь. врасплох не попал. Да, короче. ты не знаешь, что сегодня вот эта тема, или, например, законы. Невозможно же, вот я тоже открою, не думаю, что для кого-то это тайна, я большинство законов не читаю. Это невозможно. То есть невозможно прочитать все законопроекты, которые идут на заседание. Я читаю свою тему Мгм. и по ней докладываю коллегам. И здесь я могу там быть экспертом. Но большая часть, я их не А успеваю есть ли прочитать. хоть кто-то, кто читает все законы? Нет. Нет, никого такого нет. Ну, может быть, чей-то помощник совсем такой супер дотошный. Но это невозможно. Если у тебя там еще есть эфиры, какая-то там активность, заседания, там, встречи с людьми. Нет, это невозможно. Ну, ты представляешь, это как объем этого, там, 1000 законопроектов. 1000. В законопроекте, чтобы разобраться, ты же понимаешь, если, например, законопроект, который касается атомной энергетики, ты просто его прочитав, тебе ничего не Ну, скажет. Это. конечно, да. Тебе дальше нужен человек, который работает в атомной энергетике, который тебе объяснит вообще о чем и так далее. Поэтому это невозможно в принципе. Какой смысл даже на это тратить время? Поэтому у нас есть люди, ответственные каждый за свое направление. Они пишут анализ законопроектов и плюс каких-то тем. Вот сейчас актуальны такие темы. Можно вот такие факты Слушай, а использовать. ты вообще, как я понимаю, из эфиров не влезаешь. Я очень много в эфирах. Ты, Да. наверное, основной спикер даже. Ну, один из. У нас очень много. Ирина Геращенко в эфирах, Артур Герасимов, они 2 сопредседателя фракции, это понятно. И у нас много. Кстати, у нас фракция такая живая в этом смысле. У нас и Ахтем Чийгоз активно ходит по эфирам, и София Федина, Ветрович, Порубий. Ну, как бы у нас такие лица все медийные, узнаваемые в Арьев. основном, да. Да, у нас много узнаваемых медийных людей, поэтому все, на самом и та же Ивана Климпуш-Цинцадзе, я ее все... Так, чтобы я никого не обидел, я всех не буду перечислять, но реально у нас все медийные и ходят, и выступают. Но, наверное, если все-таки по количеству, я один из лидеров в этом Скажи мне, списке. а кого из нечленов твоей фракции
или партии, фракции ты считаешь своими соратниками идеологически? Хорошо. Ну, хотя бы никто не обидится, ну, просто, может быть, даже кто-то скажет, хорошо бы, если не упомянул, чтобы не выгнали. Ну, тоже правда, да. Чтобы никому... Я вот сначала, знаешь, я это могу сделать хуже. Но я скажу тебе, есть несколько слуг народа, абсолютно, с которыми я ощущаю, что мы там Мгм. плюс-минус на одной волне. Их мало. Но они есть. Потому что у них очень интересная фракция. Здесь там от каких-то сталинистов до там супер, я не знаю, либералов вообще. Вот, то есть какой-то такой прям размах. И там среди них есть люди, которых я вот прям, ну, уважаю их. И они публичные. Они публичные, да, публичные. В «Голосе» есть пару человек, которых то же самое. А, «Батькивщина» есть пару человек, которых я уважаю, но все равно вот так, чтобы мне прям все с ними сходилось, нет. Слушай, это Все-таки вот с для ними меня самая сложнее. безликая, честно, фракция. «Батькивщина»? Да. Ты не прав. Не прав? Не прав. Ну, может, Я тебе больше того скажу, они интересная фракция. У них есть четкое это разделение. Тоже они не очень большая фракция, как мы, там, но у них есть люди, которые вот владеют этой темой, владеют этой темой, владеют этой, причем именно занимаются достаточно глубоко. Они читают законопроекты активно. То есть это не-не, Ну, это они потому что старая партия, наверное. и да, там, вот у них есть какая-то такая, как сказать слово, ну, традиции, да, может быть, применить можно слово. Вот они такие традиционные, и в этом это хорошо. Другое дело, что все равно у нас есть, ну, особенно если взять их лидера, то с ними у меня многие взгляды расходятся. А когда спускаешься от лидера вниз, то все-таки хотя бы часть взглядов расходится. Но все равно там есть много людей, которых я с уважением отношусь. И чувствую, что глобально они мои единомышленники, глобально. А детали, они могут Сменим быть тему. важны. Как ты проводишь свободное время? Для меня важно все, что связано с спорт и море. То есть вот каждое утро я стараюсь бегать. Вот прям каждое. Для меня день, когда я там не побегал, плохо. И если я это делаю в Одессе, то я после бега должен плавать. То По есть тропе здоровья по ходить? ну, Да. или на стадионе, или Мгм. по тропе здоровья, и потом спустился на пляж, искупался в любое время года, собрался, пошел домой. Я хотел Я уточнить, то не... есть ты можешь и в январе Да, искупаться? у меня рекорд, на улице было минус 10, вода была минус 2, потому что или Она минус 3. соленая же? Да, из-за того, что она соленая, она замерзает при Мгм. более низких температурах. В Мгм. Одессе она замерзает где-то при минус 4, минус 5. Вот она сначала еще так интересно, она Густая становится. густеет. Ну, ты же знаешь, тоже, можно сказать, приморский человек. Она густеет, а потом она только замерзает. Прям густеет, потом в ней появляются куски льда, вот это уже опасно, потому что там можно... А потом уже появляется корка. Даже интересно. Ну, в общем, я не из тех одесситов, которые говорят, знаешь, что одесситы не ходят на море. Я вообще это не понимаю. Я из тех одесситов, которые без моря, когда я вот в Одессе, я не так много в Одессе, когда я в Одессе, я прям вот море, это все обязательно. Что еще связывает с родным городом? Я понимаю, ты не все время там живешь, Нет, ты большую да. часть времени проводишь не там. Да. Ну, друзья, что связывает? Ну, люди. Конечно, город — это люди. Друзья, которые там... Когда говорят, что Одесса — это город ватников, как ты реагируешь? Я вообще не люблю слово «ватник». Я его не употребляю. И Одесса — город, в котором много просоветских людей. Мгм. Это проблема. Но много и других. Вообще Одесса, не скажу за всю Одессу, она большая. Мгм. Я люблю Одессу, мой родной город. При всех там сложностях. И мне в Одессе сложнее, как политику, чем там, условно, во Львове или в Киеве. Почему? Ну, потому что людей, которые придерживаются других взглядов, там намного больше. И тебе надо с ними А как-то мне общаться. же все равно, я живу, я хожу, там, если я в Одессе, ну, я бегаю. Люди могут подойти, и одни скажут «спасибо, мы с вами», а кто-то скажет «вы сволочи, подонки, вы там, из-за вас война», и там вот это все. Был такой? Было, да, и не раз, конечно. Поэтому я же там иду в магазин или просто иду по улице, гуляю там с ребенком, или что. То есть я же абсолютно среди людей. И когда ты среди людей, которые в массе идеологически тебя поддерживают, Мгм. это приятно. Ну, как в Киеве. Как в например, Киеве, да. как во Львове, да. Когда ты в массе людей, которые идеологически скорее не поддерживают, а в Одессе это скорее так, то это сложнее, это ты чуть-чуть, тем более это, ну, ты себя ощущаешь в этом смысле как-то хуже. И это чуть-чуть напрягает, потому что это твой родной город. Ну да.
И это имеет значение. Это когда-то изменится? Вот Одесса Она когда-то меняется изменится? потихоньку, да, к лучшему меняется. Изменится, конечно, изменится. Это меняется. Молодежь, это же даже по возрастам видно. Чем старше люди, тем больше они ностальгируют по Советскому Союзу. Чем младше, тем для них это вообще непонятно. Для тебя Стерненко единомышленник, не единомышленник, вы знакомы, не знаю, просто он тоже из Одессы, да. Знаком, не единомышленник. М. Ну как? Смотри, я считаю Сергея Стерненко патриотом, и в этом смысле мы с ним единомышленники. В то же время мне не нравятся некоторые вещи, которые я знаю о нем. Я сейчас не хочу углубляться в них, потому что и так он там его, ну, слава богу, вот там его нигде Ну, он вроде сидеть не да, будет. вроде да, там. Нигде он сидеть не будет. Он в свое время мне неоднократно там по разным поводам, и как по мне, и без повода критиковал, но несмотря на все это, когда ему там абсолютно несправедливо за то, ну, то, что... То есть ты зла не делаешь? Нет, я так более того, когда ему вот эту впаяли семерку, то я выступал против, говорил против, и я рад тому, что апелляционный суд изменил. Да, понятно. Да, слава богу, и все, и то, что... Но Сергею, ну, мне кажется, о многих вещах нужно подумать. Но он, я к тому, что ты молодой, но он моложе Не, тебя, конечно. как политик. Это Он мне следующее намного поколение. моложе, следующее, да. Да. Мне 40, ему, наверное, около 25. Да, да, То примерно. есть это разница большая. Он ближе по возрасту к моему сыну, чем ко мне. Поэтому моему старшему сыну 15. Поэтому, конечно, это другое поколение. Какой твой потолок в политике? Что ты считал бы потолком своим? Не надо себе ставить потолок. Ты ставишь себе потолок, то ты сразу себя ограничиваешь. Добиваться нужно. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, а там как сложится. Но ты знаешь, когда я стартовал в политике, конечно, у меня были там желания, и там хочу стать там тем. Сейчас это не настолько важна должность. Вот я тебе скажу, я, в принципе, для себя внутренне оправдал свое пребывание в политике, а для меня это самое главное. Для меня главное внутренняя Зачем? гармония. Мгм. Зачем я? 2014 годом. В 2014 году я был никем. То есть в 2014 год я встречал первым зампредседателя Одесского облсовета, а через месяц, когда Янукович вот, начал убивать людей на Майдане, начали гибнуть люди, я ушел в отставку. Он еще сидел на Банковой, я отказался от должности, ушел. И вот все войну я встретил обычным депутатом облсовета. Их было 130. Ну, кто такой? 130 депутатов облсовета, я один из них. Но нам с друзьями удалось внести свою серьезную лепту. И, кстати, почему я, когда говорю там таких, как Стерненко, он был совсем молодой парень, но они Предотвращение Одесской Народной Республики. И мы все вместе, от совсем молодых ребят до очень возрастных ребят, людей, которых уже нет с нами, но мы все вместе не допустили в Одессе донецкий сценарий. Да, Одесса все равно дорогой ценой за это заплатила, 48 жизней. Но 48, а не 14 тысяч. И это большая разница. И я скажу там без какой-то ложной скромности, наша команда, мы в большой в это вклад внесли. Мы не допустили Там были несколько узловых моментов, когда мы, например, там в Одесском облсовете не дали принять те решения, которые приняли в Донецком и Луганском. Про хунту, про референдум, про всю ту чушь, которая дальше прорвала. А мы в Одесском облсовете осудили агрессию иностранных войск. Первый облсовет в стране. Первый. Не Львов, Одесский. Это мы добились. Когда мы выкинули этого провокатора Давиченко, который, как потом оказалось, был на прямой связи с приемной Суркова, выкинули его из зала заседания облсовета, приняли решение. Это было очень важно. И потом несколько было таких моментов. Я после вот тех событий, я для себя внутренне сказал, что я внес свой вклад для своего города, региона и своей страны. Поэтому, и при этом я был никем. Де-факто я был никем. Поэтому сегодня говорить, с тех пор я переосмыслил, нужна ли какая-то должность, да, там, министр, премьер-министр, президент. Этот человек может многое действительно, потому что у него, а может быть, он ничего и не сделает. А какой-то человек просто, там, авторитет, активист, я не знаю, еще кто-то, сделает больше для своей страны, Ну да. чем тот облеченный, казалось бы. Сложно спорить, и не буду. Хочу такой вопрос задать, вот он точно неудобный. Хотя я специально этого не делаю, но просто вспомнил. Вот про Одессу. Есть такое понятие, как декоммунизация. Да. Но есть еще и более дальние понятия, хотя декоммунизация в него просто входит. Это Мгм. деколониализация. Да.
Колонизация, деколонизация, Да. да. И вот есть в вашем прекрасном городе памятник Екатерине II. Да. Екатерина II, по сути дела, Путин своего времени. Она нарушила Кучук-Каназирский мирный договор, Да. то есть такой же Будапештский меморандум. Она и в Украину пришла, она и Крым оккупировала. Она по праву силы По действовала. праву силы, да. 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 И на самом деле и на месте Одессы там уже город был Да. небольшой. Все это от того города. Хаджибей, Да. Вот эти все сказки, что русские основали Одессу, это такие же сказки, как русские основали Симферополь, который там Ахмеджид, да, или там что угодно. Да? Сейчас мой друг Андрей Красножон, доктор исторических наук, профессор, занимается раскопками на Приморском бульваре замка Великого княжества Литовского, которое Я там было. видел. Это вот раскопки прямо вот где гостиница. Прямо, вот нет, там Нет, чуть прямо перед гостиницей, накрытые стеклом такие. Да. Это уже оккультуренные, это раскопки Античные. еще античные. Но тут надо честно сказать, что после античного был период, когда не было ничего. То есть нельзя проследить постоянную историю города. Она прервалась. Но потом она возобновилась в Средневековье, Великим княжеством Литовским, Крымским ханством. То есть вот дальше. А дальше уже перерыва не было. Слушай, ну периоды разные были. Были периоды, когда Киев почти не существовал. Ну, почти, да. Когда он на в подол Одессе, ушел, да, например. это, ну, все-таки там, все-таки в Киеве была. А в Одессе был момент, не было Одессы. Вот просто там был пустой берег. Был такой Но это момент. все равно русское вранье, что ее основала Екатерина. Абсолютное всё вранье. Это чушь собачья. Да. Вот. Полностью правда. Ну, отвечу тебе. Смотри, я, во-первых, я думаю, что нужно к любому персонажу, ну, в общем, если коротко, для меня Екатерина это персонаж и плохой, и хороший. Но это палач моего народа. Я понимаю. Они там что творили, но я тебе могу Айдер, доложить, я да. же понимаю. Она начала депортации. Я не оттуда. хочу быть адвокатом дьявола, в смысле, но я повторюсь еще раз, для меня это персонаж, в котором есть и плохое, и хорошее. Я отвечаю почему. Потому что все-таки нельзя сравнивать, там, например, с тем же Путиным, потому что в каждом времени есть свой способ действий. И не действовали, в том числе и украинцы, и крымские татары в XVIII веке так, как они действовали, будут действовать в 21-м. Поэтому она жила в то время, когда все-таки нормы международного права это фикция. Их не соблюдал их особо никто. Поэтому, когда их не соблюдает Путин сейчас и развязывает войну в центре Европы, это одно. А когда это происходит в XVIII веке, это другое. И мы не можем это одно наложить на другое. При этом она, безусловно, империалист. Она, безусловно... Так она, по сути, основала современную Российскую империю. Конечно, она, безусловно, империалист. Она, безусловно, видела только и самодержавный империалист. И империалист, который закатывал собственный народ. Она же когда-то, как немецкая принцесса, приезжала еще с идеями о равенстве каком-то. Но она огляделась. Огляделась быстро и приняла, стала совершенно другим. Тем самым, который там всех вот так вот. И все эти забылись вещи, и все там ее переписки с Вольтером. Все это стало таким просто пиар-ходом. А явно ее ценности поменялись. Я это понимаю. Но с другой стороны, и это тоже правда, город Одесса, как Хаджибей, существовал. Но она дала абсолютно другое дыхание Одессе. Она дала как имперский приморскому городу. Да. Она влила в это ресурс, она влила в это людей. И она Одессу в том виде, как мы ее сейчас понимаем, она ее создала. Это с этим бессмысленно спорить. Она ее кардинально изменила. И без нее, наверное, Одессы бы такой не было. А как это в городской миф уложить? И ее имперскость, и отношение к Украине как к колонии, да? И с другой стороны, что она этот город... Ты знаешь, я бы вот оставил это в какой-то мере в покое. Просто я бы что сделал? Я бы назвал вещи своими именами. И поэтому мы помогаем раскопкам на Приморском бульваре. Потому что многие одесситы до сих пор верят в историю, что 1794 год основания Одессы, до этого не было ничего. Потом пришел декрет. И вот начали что строить. Это чушь, но многие люди в это до сих пор верят. Чтобы с этим бороться, это нужно показывать. И всю историю Одессы. Это только эпизод. Эпизод. И мы это показываем, мы это занимаемся. И когда мы говорим о том, как при Екатерине уничтожалось там казачество, мы об этом говорим. И это надо, и это есть в учебниках, это надо учить. Так она одновременно уничтожала крымских татар. Да, но когда мы говорим о том, что она направила ресурсы империи на строительство города Одесса, это тоже правда, и мы об этом тоже говорим. Поэтому ее уже нет в живых, да, и поэтому нужно просто честно сказать, что было сделано хорошо, что было сделано плохо,
И все, и на этом поставить, мне кажется, какую-то точку для себя. Но знать все. Но надо знать все, надо знать всю правду. То же самое, кстати, если чуть продолжить, они же и вообще в целом, вот очень важно, мы, например, раскопали в прошлом году с тем же Андреем Красножоном в Акерманской крепости, в которой, кстати, похоронен, я не знаю, ты знаешь или нет, что там есть, там остатки мечети есть. Не знаю. Нет, я не был. Остался, а ты не был, тебе как должно быть очень интересно. Там, значит, внутри крепости, ну, ты знаешь историю крепости, в определенный момент ее захватила Порта, значит, ну, Отtomанская империя, и она была очень важным связующим звеном торговли между Крымом и Львовом в свое время. То есть для Крымского ханства там всегда было много крымских татар. А в 18 веке там, в 18 или 17, в общем, мечеть была построена в 16 веке, но в 17 или 18 веке там умер один из крымских ханов, действующих. И он похоронен там. Там. И его могила там точно есть. Ее еще не найдено, но она там точно есть. Это по всем данным один из гиреев, он, собственно говоря, там похоронен. И это очень важное место, поэтому там и для Украины, почему это важно, и для Молдавского княжества, и для итальянцев, и для турок, и для крымских татар. Там история переплелась очень сильно. Так вот, что, извини, я чуть отвлекся, но я хотел рассказать, что мы там в прошлом году вели раскопки тоже, и я там своими руками принимал участие, мне это было очень интересно, и мы там откопали, в отпуске это было, кусочек Римской улицы 3 века. И вот для меня это, вот для меня это настолько важно, и мы об этом говорили, я считаю, что в этом есть огромное геополитическое значение и политическое просто значение, потому что оно нам говорит, что вообще весь этот край, мы — это часть вот этой европейской цивилизации. У нас были в Москве действительно только жабы квакали в это время. Да, и Крымское ханство — это часть, и Крымское ханство — это вот эта часть, южный берег Украины, это часть средиземноморской, греческой, римской цивилизации. И следы ее, и ее линия, и оно все в нас есть, и впитано в нас. А как вы поняли, что это мостовая римская? А у нас, с нами это официальная экспедиция, это не мы сами просто там копаем киркой, это официальная экспедиция от Национальной академии наук. У нас есть научный руководитель Савельев, доктор исторических наук Красножон. Все находки там найдены, там сначала был слой оттоманский, потом пошли дальше, и вот этот слой римский, и там найдены и монеты, и остатки стекла, и даже целые сосуды. То есть, это все абсолютно А чем научно. улицы-то мастили тогда? Мастили точно так же камнем мастили. Да, мастили камнем. Улица упирается. Скорее всего, мы очень надеемся в этом году продолжить раскопки. И мы надеемся найти такую, как калитку в стене. Мы что показали, что показала эта экспедиция, что стены, которые потом построили во времена Молдавского княжества, а потом уже Оттоманской империи, они на фундаменте римской. Да, но это логично, но мы это показали. Что вот прямо вот эта улица упирается в стену древнеримскую, она имеет свой классический вид, у нее там такие большие камни, там определенный вид кладки. Я не скажу ее название, я все-таки не профессиональный историк, но она вот четкая древнеримская, и она являлась фундаментом для тех стен. Я из этого делаю большие выводы, лично внутренние. Или мне хочется так их сделать. Нам вместе нужно рушить точно вот этот миф, который историю Украины, в частности Одессы, да, берет начало от Екатерины, от Петра. Это неправда. Это просто неправда. Просто неправда. То есть, наверное, действительно, пусть с этим памятником, но рядом должны стоять другие памятники. Да. Потому что Одесса, она сильно русифицированная история, сильно. И вот это Сашу Бабича знаешь? Да, конечно. Вот он такой патриот и такой... Настоящий, в самом лучшем умница. смысле русофоб, такой именно исторический. Он эти ложь всего опровергает. Да. И много делает для популяризации. Спасибо, он большой молодец. Нет, таких людей в городе много. Но миф, который насаждался десятилетиями, он не может очень быстро исчезнуть. Столетиями. Да, столетиями, да. То есть он не может исчезнуть быстро. Но мы постепенно его разрушаем. Много людей уже знают и понимают истоки. Последний вопрос. Жванецкий великий одессит или человек, который сломался под Путиным в итоге? Жванецкий для меня великий писатель, великий одессит. Я действительно очень люблю его творчество. Вот прямо очень. А ничего, что он во время войны, уже после 14-17 году или 18 получил награду из рук Путина? Мне это не нравится.
это минус. Но я все-таки, когда мы говорим о писателе, я оцениваю его творчество. И все-таки никаких заявлений от Жванецкого я не видел антиукраинских. Он И просто там- молчал и Да. зарабатывал деньги. Ну, каждый И- человек сделал свой И выбор. похоронить себя в Одессе он не завещал. Каждый человек сделал свой выбор, но, знаешь, я же о многих... Я Жванецкого знал лично, не очень шапочно, чуть-чуть совсем, но знал. А многих... Ну, он великий писатель, с моей точки зрения. И Ну, это, значит, давай так постережемся, это жизнь покажет. Вот через 20 лет жизнь мы покажет. будем Для знать. меня, да, для будут меня. Но цитировать. если взять писателей более давних эпох, наверняка у них у многих был скверный характер. И, может быть, они были совсем неприятные люди. Очень даже возможно. Но я их оцениваю по другому критерию. Я оцениваю, они оставили творчество, которое... У меня такая история с Бродским. Я очень люблю Бродского. Но у стихотворения пара ужасных. И у него есть ужасные, про Украину ужасные. Да. И ужасные. И, так я же говорю, ужасные. И, судя по всему, как человек, он был еще На тем букву «М». самодуром. Да. Да, но при этом он гениальный поэт. Конечно, Я его... да. Я тут вообще не с чем спорить. Я вот читаю его некоторые стихи, это невозможно. Но Поэтому- единственное, все-таки, но из рук фюрера, воюющего с твоей страной, брать награды, ну окей, ты одессит, ты имеешь право на свое мнение, Жванецкого. Спасибо, что нас смотрели, спасибо, Алексей, Спасибо что тебе пришел. большое. Надеюсь, что вам было интересно узнать о политиках. Нужно знать не только их как бы, вот этот фронтальный вид, но и что-то там внутри, в черепной коробке покопаться, чем мы сейчас с вами и занялись. Смотрите АТР, спасибо, что помогаете нам, в том числе подписывайтесь, пожалуйста, на Patreon. Любая ваша помощь, она помогает нам вещать в это трудное для нас время, которое мы вместе с вами преодолеем. И АТР никогда вас не бросит и не предаст. До новых встреч в эфире.